Передача «Настоящее время недели». С вами Шахида Якуб. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Нормандская четверка по мирному урегулированию конфликта в Украине в очередной раз подтвердила свою приверженность минским договоренностям. А в это время на линии фронта ситуация накаляется, и о мире пока никто не говорит. Хочешь мира – готовься к войне. В Петербурге под стадионом «Зенит» возможно будет построено огромное бомбоубежище. Судебный процесс над спецподразделением «Торнадо» в Украине разделило общество на тех, кто считает их героями, и тех, для кого они преступники. Операция по взятию Мосула. Курдские бойцы говорят, что за победу заплатят кровью. На востоке Украины идет настоящая война. Такое мнение на этой неделе высказал председатель мониторинговой группы ОБСЕ Александр Хуг, который ежедневно фиксирует факты нарушения режима прекращения огня. После повторных договоренностей о перемирии в конце августа-начале сентября мы увидели сокращение нарушений перемирия почти до нуля. К сожалению, с тех пор количество нарушений очень сильно увеличилось. Если в начале сентября их было несколько десятков, то позже их стало несколько сотен, 800-900 в день. И мы видим, как в прошлом горячие точки снова становятся горячими. И та, и другая стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Одним из наиболее проблемных на данный момент является Мариупольское направление. Это поселки Гранитное, Широкино и Марьинка, так называемые серые зоны. По данным военных с обеих сторон, обстрелы ведутся из гранатометов, пулеметов и минометов. О том, готовятся ли жители этих районов к очередному обострению, я попросила рассказать нашего корреспондента в Мариуполе Юлию Гаркушу. Восточная часть города от этой густонаселенной улицы до Виноградного всего 3 километра. А до линии разграничения около 15. Война здесь в предельной близости. На Мариупольском направлении вдвое увеличилось количество обстрелов. Боевики так называемой ДНР используют запрещенную минскими договоренностями артиллерию и тяжелые минометы. Разводить вооружение на Мариупольском участке фронта не будут. Какая тишина вот сегодня, более-менее. А вчера что творилось, а позавчера что творилось, неделю всю что творилось. Вон ДНР, вон сидят там и бухают, и бахают каждый день. А мы, дети не спят, мы не спим, дома трусятся, трещины идут. Просто безобразие. Это северо-восточная окраина Мариуполя. Поселок Сартана 6 раз подвергался обстрелам с ранеными, убитыми и массовыми разрушениями жилья. Итоги встречи нормандской четверки не на словах волнуют местных жителей. Любая война, она заканчивается миром. Просто от продолжительности военных действий будет зависеть, насколько будет разрушена инфраструктура нашего государства. Однако на деле и пока переговоры не приносят долговременных результатов. Все перемирия быстро заканчиваются, а режим тишины не соблюдается. Находясь под перекрестным огнем, слушаешь звук и гадаешь, откуда и куда. Невероятно шумно и очень страшно, особенно в темное время суток. Дрожат окна и появляется стойкое желание опуститься в подвал. В Оболонском суде города Киева рассматривается уголовное дело комбата добровольческой спецроты милиции «Торнадо» Руслана Онищенко и 12 его сослуживцев. Они обвиняются в организации преступного сообщества, пытках, изнасилованиях, грабежах и похищениях людей и других особо тяжких преступлениях по отношению к мирному населению в зоне боевых действий на востоке Украины. Спецрота милиции «Торнадо» была создана в декабре 2014 года при Главном управлении МВД Украины в Луганской области. Приказ был подписан министром МВД Украины Арсеном Аваковым. Следует отметить, что процесс вызывает неоднозначную реакцию в Украине. Кто-то считает торнадовцев героями, а кто-то преступниками. Подробнее расскажет Марина Ступак. Дело военных из милицейской роты спецназначения «Торнадо» слушают здесь, в Оболонском суде, еще с прошлой зимы. В зал журналистов не пускают, дело рассматривают в закрытом режиме из-за эпизодов, связанных с половыми преступлениями. По данным прокуратуры, торнадовцы, находясь в зоне боевых действий, издевались над местным населением. Бывшие сотрудники роты «Торнадо» обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе в пытках людей, незаконном лишении свободы и даже удовлетворении половой страсти неестественным путем. Из-за подозрений летом прошлого года роту расформировали. На скамью подсудимых попали 12 человек. Однако сами обвиняемые свою вину признавать отказываются. Их защита уверяет, что дело сфабриковано. Почему именно вот так близко к сердцу наша военная прокуратура принимает именно «Торнадо»? Потому что они останавливали контрабанду. Это личная месть тех людей, которые замешаны в этой контрабанде. Каждый раз, когда слушают дело «Торнадо», здание суда под усиленной охраной. Здесь уже не раз собирались сторонники обвиняемых. В защиту торнадовцев выступали в основном бойцы других добровольческих батальонов. И нередко такие митинги заканчивались потасовками. Сейчас служители Фемиды слушают свидетелей и изучают
собирает доказательства. Уже закончили допрос потерпевших. Всего их 13 человек. А вот что думают о громком деле в обществе. Думаю, что закон должен быть превыше всего. Если нарушали закон, должны ответить. Я думаю, что нет. Они не виноваты, они защищали нас. Мой товарищ говорит, я лично знал тех, которых действительно надо судить. Их очень мало, но там единицы есть. Ну, везде ж в семье не без урода, вы же понимаете. Значит, разобраться с ситуацией спецподразделением «Торнадо» я пригласила депутата Верховной Рады Семена Семенченко и журналиста из Грузии Зураба Двали с нами в студии. Семен, у меня первый вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, Генпрокуратура обвиняет бойцов спецподразделения «Торнадо», в частности их комбата Онищенко, в совершении ужасающих преступлений, сексуального характера, похищениях и так далее. Почему вы их защищаете? Я выступаю за то, чтобы этот суд был открытым. Скажите, пожалуйста, почему нет открытого суда? Может быть, это связано с тем, что сторонники спецподразделения «Торнадо» запугивают свидетелей, запугивают людей, которые приходят и говорят альтернативную точку зрения? Я скажу свою точку зрения. Существует два дела «Торнадо». Одно, которое рассказывают нам по СМИ. О том, что там изнасилованные младенцы, о том, что там несовершеннолетние девочки, о том, что там вообще изнасилование, убийства, пытки. И другое дело, с которым можно ознакомиться, прочитав обвинительное заключение. Вы знаете, я просто хочу вам собственный пример рассказать. Сейчас, когда искала участника дискуссии, два человека, которые разговаривали с жертвами, которые сталкивались с бойцами спецподразделения «Торнадо», они отказались принимать участие, потому что они боятся. Обратите внимание, мы с вами не дискутируем на тему, виновны они или нет. Я вам сообщаю, что те заявления, которые делаются в средствах массовой информации, не находят свое подтверждение в материалах дела. Ну, смотрите. Хорошо, да, спасибо, Семен, я поняла. Я хочу обратиться сейчас к Зурабу Двали. Грузия прошла этот опыт формирований батальонов еще в начале 90-х. Бэкграунд, так называемый, людей из «Торнадо» очень похож на бэкграунд тех людей, которые участвовали в организации формирования Мхедриони, например, которым мы были наслышаны в начале 90-х во время гражданской войны в Грузии. Вот эти формирования, которые появились тогда на заре независимости Грузии, конечно, они были, с одной стороны, стояли якобы на страже интересов Родины, Грузии, страны, они первыми пошли воевать. Ну вот как и с «Торнадо». Да, абсолютно аналогия, абсолютно точная. Кто был тогда вот в составе этих формирований? С одной стороны, да, были люди, мотивация которых была патриотизм, а с другой стороны, это были и в немалой степени, к сожалению, надо сказать, такая вот шпана, которая стояла на подворотнях Тбилиси, изнывала от безделья, большая часть была наркоманами, мелкими уголовниками. И вот у них появилась как бы прекрасная возможность для самореализации, причем с автоматом в руках, с оружием в руках, с вседозволенностью, с крышей в лице Джабиус Ильяни. Похожа эта картина на ситуацию с «Торнадо», Семен? Абсолютно не похоже. Дело в том, что «Торнадо» — это спецподразделение милиции, вы знаете? То есть этих людей приняли официально в спецподразделение МВД, они прошли спецпроверку и после этого выполняли свои задачи. И пока что никто из тех, кто их оформил в органы внутренних дел, не наказан. Зураб, а были какие-то процессы над членами Мхедриони? Были уголовные процессы, связанные с эпизодами мародерства, бандитизма, но не массово. Я еще раз хочу сказать, что в отличие от Украины, это был 92-93 год. То есть тогда не было ни грузинской государственности, не было ни правоохранительной системы, не было ни государства как такового. Но проблема-то одна и та же. Проблема та же самая, просто мне очень жаль, что это сегодня в Украине происходит. Спасибо большое, Семен, и спасибо большое, Зураб. Италия спасла Россию от новых санкций. Во время 9-часовых переговоров на саммите ЕС в Брюсселе премьер-министр Италии Маттео Ренци добился, чтобы из итогового заявления было убрано предложение о санкциях по отношению к России. За введение санкций выступали в числе прочих канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Меркель отметила, что в ЕС будут пристально следить за происходящим в Алеппо из-за операции России в Сирии. И если военно-космические силы Российской Федерации нарастят интенсивность бомбардировок, Евросоюзу не понадобится много времени, чтобы принять
принять новые антироссийские санкции, заявила канцлер. Интенсивность бомбардировок, которые мы наблюдали до прекращения огня в четверг, серьезный повод подумать о том, что делать дальше. В результате ЕС принял финальный документ саммита, в котором осудил действия России в Сирии, но не упомянул возможность новых санкций. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС не ставит целью наращивать напряженность по отношению к России, а реагирует на шаги, предпринятые Россией в Сирии. Очевидно, что стратегия России – в ослаблении Евросоюза. Мы трезво оцениваем действительность и не питаем никаких иллюзий. Усиление напряженности в отношениях с Россией не является нашей целью. Мы лишь реагируем на шаги, которые предпринимает Москва. Разумеется, Евросоюз всегда готов к диалогу, но мы никогда не поступимся своими принципами и ценностями. Первыми не поступаться своими принципами решили в Великобритании. И в понедельник банк NatWest прекратил обслуживание британского подразделения российского телеканала RT. В RT назвали решение банка непостижимым, связали с политическими мотивами, а российский МИД обвинил британские власти в, цитата, «грубом нарушении основополагающих принципов свободы слова». Официальный представитель британского премьер-министра Тереза Мэй назвала решение внутренним делом банка. Банк NatWest является частью The Royal Bank of Scotland Group, крупным акционером которого является правительство Великобритании. Понятно, что об уважении принципов свободы слова, которые так рьяно Британия распространяла и распространяет вместе со своими союзниками по всему миру, не идет и речи. Это все очень-очень печально. Журналист и радиоведущий британской станции LBC Джеймс О'Брайен в прямом эфире прокомментировал закрытие счетов Russia Today и высмеял британцев, сочувствующих российским пропагандистам. Я не хочу ничего слышать о такой свободе слова. Если бы я мог отправить сообщение Владимиру Путину, я бы сказал очень просто. Если вы хотите, чтобы в нашей стране работал ваш канал, перестаньте убивать журналистов в своей стране и перестаньте посылать шпионов для убийства таких людей, как Андрей Литвиненко. Они хотят открыть здесь пропагандистский канал, кладут деньги в банк, который принадлежит нашему правительству. Я думаю, наше правительство должно было заморозить этот счет еще много лет назад. Продолжается операция по освобождению иракского города Мосул. После нескольких дней успешных боев наступление сил коалиции захлебнулось. Боевики Исламского государства перешли в контрнаступление. Последние новости из самой горячей точки планеты, а также оценка реальной силы ИГИЛа в материале Сергея Хиршфельда. Еще в самом начале наступления Пентагон признал, блицкрига не получится, схватка будет тяжелой. Тем не менее, иракская армия и курдское ополчение Пешмерга уже могут заявить о некоторых успехах. Атака на оплот ИГИЛа, город Мосул, продолжается. У боевиков отбиты несколько десятков окружающих деревень. Боевики используют для обороны все доступные средства. Вдоль линии фронта поджигают нефтехранилища, тем самым создают завесу. Тяжелый черный дым затрудняет боевой контакт и не дает силам коалиции продвигаться вперед. Ударные подразделения коалиции также сталкиваются с еще одной очень серьезной проблемой. Исламское государство никогда не гнушалось прикрываться живым щитом. В условиях, когда боевики прикрываются сотнями простых людей, боевые действия практически невозможны. Мы крайне обеспокоены тем, что гражданское население подвергается опасности из-за перекрестного огня. Мы также всерьез опасаемся, что боевики Исламского государства, как они уже делали в Аль-Фалудже, могут начать прикрываться гражданскими лицами как живым щитом. Боевики понимают, что иракская армия не сможет стрелять в собственный народ. Так когда, а главное, чем боевики Исламского государства так профессионально воюют? Свой арсенал ИГИЛ получила из нескольких основных источников. С разграбленных складов иракской и сирийской армии, а также захваченное оружие сирийской свободной армии. Не стоит забывать, что Исламское государство захватило богатые нефтью районы и успешно ведет торговлю черным золотом. Деньги есть, и как следствие есть возможность покупать оружие на мировом сером рынке. Сколько купили, никто не знает. В прошлом году при захвате Мосула ИГИЛ полностью разгромила 4-ю танковую дивизию армии Ирака. В распоряжении боевиков оказалось минимум 40 американских танков «Абрамс», более 50 артиллерийских установок, 2500 бронированных автомобилей и почти 5000 пулеметов. Авиации ПВО у ИГИЛ нет.
Одной из главных сил, противостоящих исламскому государству в этой битве, является курдское ополчение Пешмерга. Игиловцы вырезали их целыми деревнями, так что курдами движет глубокая ненависть к ИГИЛу. Как сын мученика, я воюю вместе с моими братьями против исламского государства. Хочу отомстить за отца, которого убили игиловцы. Операция будет продолжаться, пока мы не достигнем поставленных целей. Мы освобождаем деревню за деревней. Не стоит забывать, что в то время, пока иракская армия терпела поражение за поражением, а международная коалиция ограничивалась лишь ударами с воздуха, единственной силой, которая ежедневно воевала на земле с ИГИЛом, были именно курды. О том, что же такое Пешмерга и какова ее истинная сила, не понаслышке знает украинский журналист Юрий Мацарский. Он неоднократно бывал в иракском Курдистане. Там нет регулярных частей, это все-таки ополчение. Пешмерга, кстати, переводится как «смотрящее в лицо смерти», и, в общем, ребята во многом оправдывают это название. Они действительно бесстрашные совершенно пацаны, у которых есть жгучее желание освободить свою землю, при том, что у них особо нечем воевать с современной точки зрения. Это либо калашниковы, часто в не очень хорошем качестве и часто вообще сделанные в Китае, либо оружие, произведенное где-то в странах Восточного блока еще во время существования Восточного блока, где-нибудь в Чехословакии или в ГДР. Но вот курды умудряются, справляются и воюют. Десятки тысяч человек. Просто для того, чтобы все понимали, эта операция готовилась по меньшей мере год. Я так подозреваю, что даже больше. Для того, чтобы сорганизовать эту операцию, нужно было преодолеть разногласия между разными фракциями внутри Курдистана. Нужно было договориться с правительством в Багдаде. Курды не очень хорошо ладили до последнего с арабами. У них есть масса претензий друг к другу по тому же Мосулу, который и те, и другие считают своим городом, по тому же Киркуку с тем же самым обоснованием. Они действительно намерены освободить Мосул. Пока же атака на исламское государство идет по всем направлениям, в том числе и в Сирии, где ситуация вокруг города Алеппо стала камнем преткновения между Россией и США. В Вашингтоне и Брюсселе уже заявили, что действия российской авиации в этом районе могут быть расценены международным сообществом как военные преступления. В Пентагоне полагают, что между сирийским Алеппо и иракским Мосулом не стоит проводить параллели. Мы работаем в тесном сотрудничестве с иракским правительством и иракской армией, которая проводит операцию с целью освобождения Мосула от боевиков исламского государства. Наши совместные действия весьма успешны не только здесь, но и в других регионах страны. Однако подобного отношения мы не видим в Сирии. Мы видим то, что режим ведет боевые действия против умеренной оппозиции, а не против тех, кто является истинной целью – исламское государство или Джабхат ан-Нусра. И в этом суть. Американский генерал Гарри Валески заявил, что лидеры исламского государства спешно покидают Мосул. Куда? Это тоже не секрет. В город Раку, самопровозглашенную столицу ИГИЛа. На Западе существует однозначное мнение по поводу дальнейшей судьбы главарей ИГИЛа. В конце недели ее озвучил президент Франции Франсуа Олланд. Мы должны приложить все усилия, чтобы настигнуть террористов, которые сбежали из Мосула в Раку. Успех этой операции не может считаться успехом, если они растворятся в другом месте и уже оттуда будут заниматься террором. Мосул будет взят, в этом нет никаких сомнений. Вопрос только, когда именно, а главное, что будет потом. Пока же иракский спецназ и курды взяли с боем ассирийский город Бартелла к востоку от Мосула. Боевики ИГИЛа при отражении атаки использовали смертников. 9 грузовиков под завязку, начиненных взрывчаткой, на полной скорости прорвались на позиции иракской армии. Тем не менее, сопротивление было подавлено. Когда этот материал готовился к эфиру, стало известно, что под Мосулом тяжело ранен один из наших коллег. Журналист персидской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Расул Махмуд. Он получил тяжелые ранения, но, к счастью, его жизни ничего не угрожает. Сергей Хиршфельд. Настоящее время. Супруга президента Сирии Башар аль-Асада Асма аль-Асад на этой неделе дала интервью телеканалу «Россия-24». В нем она пожаловалась на предвзятость западных СМИ в освещении событий в Сирии.
О гуманитарной ситуации в Сирии было сказано уже многое, но на самом деле сложно описать всю серьезность ситуации. Перемещение людей, нищета, болезни, страдания – все это не имеет прецедентов. По иронии, западные СМИ предпочитают фокусироваться исключительно на затруднительном положении беженцев и людей, находящихся на территориях, подконтрольных вооруженным группировкам, в то время как большинство перемещенных людей продолжают жить на территории нашей страны. Следует отметить, что Асмаль Асад никоим образом не коснулся причин бегства и страданий своего народа ни на оппозиционных территориях, ни на проправительственных. О том, на самом ли деле западные телеканалы избирательно относятся к освещению событий в Сирии, я говорила с главой европейского отделения BBC Артемом Лисом. Вы знаете, мы работаем в Сирии так же, как мы работаем в любой другой точке мира. Для нас главная сбалансированность, непредвзятость в освещении конфликтов, любого конфликта, в том числе и конфликта сирийского. Есть некоторые сложности, связанные в том, что на территорию, которая контролируется сирийским правительством, достаточно сложно попасть западным журналистам. Есть определенная система разрешений, эти разрешения получать крайне непросто. Тем не менее, мы не считаем, что, скажем так, это повод уделять тому, что происходит в тех районах, меньше внимания, чем тому, что происходит в районах, которые контролируются оппозицией. Мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы освещать происходящее в Сирии с обеих точек зрения максимально непредвзято. С подобными трудностями доступа в проправительственные районы Сирии сталкиваются и журналисты других каналов, в частности Аль-Джазира и CNN. Ограничения, однако, не касаются российских журналистов, которые работают только в контролируемых правительством районах. От себя могу добавить, что уже год жду визу в Сирию, на которую подала еще в ноябре прошлого года. Петербург, похоже, готовится не только к футбольным баталиям грядущего чемпионата мира по футболу, а к баталиям в принципе. Министерство чрезвычайных ситуаций напомнило городским властям об обеспечении объектов гражданской обороны, говоря простым языком, о строительстве бомбоубежища. Насколько может еще вырасти смета одного из самых дорогих стадионов мира, разбирался Юрий Баранюк. Хочешь чемпионат мира – готовься к войне. Видимо, так решили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и направили в Петербург требование оборудовать все еще недостроенный стадион на Крестовском острове бомбоубежищем. Где разместить защитное сооружение в профильном комитете города пока не знают. Согласно плану МЧС, по своей вместительности бункер должен быть еще больше самого стадиона. Ответ комитета по строительству Санкт-Петербурга. В настоящее время рассматривается вопрос необходимости включения в проект дополнительного защитного сооружения для персонала и посетителей на 84 тысячи человек. Это не только финансовый вопрос. Непонятно, где вообще можно разместить такое колоссальное сооружение. При строительстве бомбоубежищ на одного человека в среднем закладывают 1,5 квадратных метра. В таком случае, чтобы выполнить требования Министерства чрезвычайных ситуаций, надо построить укрытие площадью 126 тысяч квадратных метров. А это, чтобы было понятнее, 17,5 футбольных полей. Неясно и кто заплатит за это. Стройка на Крестовском острове уже обошлась почти в 40 миллиардов рублей. Это больше, чем, к примеру, годовой бюджет всей соседней Новгородской области. Подчеркну, без учета строительства бомбоубежища. Сегодня много бомбоубежищ брошенные, часть из них еще в 90-е годы продали в частные руки. В некоторых открыли ночные клубы. Но много защитных помещений восстанавливают. Военные настроения в Петербурге в тренде. Большинство горожан не считают это проблемой. Про кремлевских СМИ инициативу интерпретировали несколько иначе. И, кажется, пункт отношения к проводимому президентом и правительством курсу поняли буквально. Но даже в таком случае строительство бомбоубежищ не выход, считает парламентарий Михаил Амосов. Соединенные Штаты Америки и Россия могут по несколько раз уничтожить не то что друг друга, но вообще, так сказать, все человечество. Да? Ну какие тут бомбоубежища? 20 тысяч или 120 тысяч? Какая разница? Понимаете? По-моему, это какой-то абсурдный проект. Вот я, честно говоря, думаю, что он не будет осуществлен. Есть надежда, что кто-то решил просто заработать на сооружении гигантского бомбоубежища к Мундиалю. По крайней мере, успокаивает, что у самих строителей таких укрытий дома нет. Нет, я думаю, что нету смысла. Почему? Ну, надеюсь, что войны не будет никогда. А так для чего, не знаю. Больше не для чего использовать его. Чтобы картошку там хранить и банки. Юрий Баранюк, Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург. Вы смотрели передачу «Настоящее время недели». Я Шахида Якуб и наша пражская команда прощается с вами. Всего доброго.